Вот эти выставки путешествовали по всей России и бывали в 70 городах России, Украины и Беларуси. Выставка «Человеческий потенциал России» в нашем городе Сыктывкаре находится с декабря 2013 года. Его видели в Сыктывкарском торгово-экономическом колледже студенты Сыктывкарского лесного института. Но официальная презентация проходит в музейных площадях. И вы знаете, что этот год считается годом здоровья. И думаем, что эта выставка заинтересует многих учащихся старших классов и многих студентов высших и средних специальных учебных заведениях. Вот данную выставку мы видим благодаря тому, что организовала его молодежный отдел Сыктывкарской и Воркутинской епархии. Сейчас хотелось бы предоставить слово епископу Сыктывкарскому и Воркутинскому. Спасибо. Я рад приветствовать всех в эти праздничные дни Крещения Господня, Богоявления. И надеюсь, что эти праздники, они явились для нас с стартом вхождения в свет Господень, в разум Его учения для нас. Потому как я тоже в проруби в городе Воркуте окунался трижды, как положено, и тоже прилив силы большой, несмотря на мои 53 года уже почти. Так что, если человек упадет телесно, его можно поднять, протянуть руку. А если упадет духовно, нравственно, то его просто добьют. Это надо всегда иметь в виду, поэтому в Страсбурге более 10 лет назад Владимир Владимирович Путин говорил, что мы берем курс на духовность. И правильно. Потому что духовный народ и нравственный непобедим. Это знают все наши враги, это знает каждый мыслящий человек. И хочу еще напомнить, что когда окунались мы в Воркуте, здесь тоже много людей окуналось, и вот были французы, 4 французов мужчин, они тоже окунулись. И я говорю, какие были ощущения? Они говорят, ну такая радость, прилив, бодрости, сил. Я говорю, понятно, а еще что? Они говорят, ну одно вот чего мы жалеем, что не сделали, это хорошо помолиться и хорошо подумать. А почему именно вот эти качества? Они на фронте солдатам всем нужны. Потому что, ну, в данном случае прорубь, там положительная температура в воде, а рядом даже по бортам отрицательная. Вот становится с обуви не сразу в воду, а становится на этот лед. И вот кожа прилипает и отрывается, и уже потом лечит обвязочки на ногах. А значит, надо подумать. Но прежде чем подумать, нужно помолиться, чтобы правильно подумать, правильно рассудить ту или иную ситуацию в данной борьбе, в борьбе с врагом на фронте, или, скажем, в состязаниях Олимпиады, сейчас в преддверии Олимпиады. Это очень важно, что надо начинать с молитвы и размышления, как это лучше сделать. И не к Богу, Зевсу, да, а именно к Богу в Троице Славе, потому что говорим, какой настрой будет. Это очень важно, настрой олимпийский, да, настроен, то есть на Троицу настраиваться надо. Вот само слово подскажет, на какому Богу, не Зевсу, не Венере, а именно настрой на Троицу Святую, там вечная любовь и гармония. И так, с такой вот победой мы будем очень рады, когда с Богом в душе и с любовью к своему государству побеждает наш олимпийский чемпион. Я думаю, что здесь сейчас мы видим именно духовно-нравственный аспект, на что особенно хочу обратить внимание, и поэтому здесь мы увидим сколько угодно благих и хороших размышлений. И сам для себя я тоже надеюсь здесь подчеркнуть, потому что только пришел и хочу посмотреть на эту самую выставку. Желаю молодежи нашей святости, счастья, с частью Бога, с частью своих родных и близких, от слова счастье, с частью всего хорошего. Быть, то есть быть счастливыми. Да благословит вас всех Господь, много и благая вам лета. Всего доброго.